Так, мои дорогие, доброе утро. С утра вам показываю мой бардак. Вот так вот после каждого вечера у меня бывает тут грязно. Это задний двор. Тут я пока выпускаю цыплят, которых, ну, вы видели, я вам показывала. Это картошка, вот, которую, во-первых, мы купили 2 сетки, я ее не посадила, как видите, и мне, я говорила, приносили тоже еще 2 сетки подмороженную, тоже не стала сажать. Теперь я ее понемножку отвариваю. Понемножку отвариваю, прервали меня. И в мешанку цыплятам даю и корове тоже даю. Но не стали в кладовку заносить. Я говорю, не заносите, все равно сюда на задний двор никто не ходит. Не видно, пусть стоит. Вот так вот, друзья, сейчас быстренько подмету. Это у меня процедура каждого утра, я вам скажу. Вечером загоняю птицу, вечером не успеваю подмести, конечно, потому что мальчиков надо встречать, готовить. Сами знаете, что за целый день тоже набегаю. И вот с этого, в принципе, у меня начинается мое утро. Подоила корову, покормила Марту и пошла вот тут вот подметать. Ну, это типа моей утренней зарядки. Да, вспомнила про Марту. Сейчас покажу вам Марту. Марта у меня выросла. Марта. Как только я прихожу к Марте, моя Миша тоже ко мне приходит. Марточка. Если спрашиваю сына, ну выросла? Она говорит, ничего, хорошенькая. Говорит, Машала. Марта, не надо. Так, друзья. И мы хотим продать этого бычка. Вчера приходил мясник, но очень мало за него платит. Но она у меня немножко, у меня немножечко похудел. Я же говорила, кто со мной давно знает, что я даю 2 бычкам вареную пшеницу. Мне как-то рекомендовали. У меня вот дней 5, наверное, не было пшеницы, она была без этого. Видимо, за это время скинула вес. Но мне не нравится, сколько хочет мне дать за нее этот мясник. Вроде бы нам сказал, за 48 заберу, потом уехал, перезвонил нашему знакомому, сказал, больше 45 не дам. Но за такую цену мне, в принципе, не хочется его выкидывать. А за лето я боюсь, даже не похудеет, не знаю. Хотели продать и, ну, деньги потратить на наши нужды в доме. Штукатурку надо было бы сделать и на кухне, и, ну, на обоих кухнях уже, и на новой, и на старой. Так что, не знаю, хотим продать, но 1050 бы хотя бы, если бы забрали, было бы здорово. Посмотрим. Так, ну все. Марта моя поздоровалась с вами. Да, Марточка? Ты, мама, золотая мордочка. Машалла, будешь маме хорошей коровой, да? Ты маме хорошей коровой будешь? Да, Тимой золотой. Так, ну пошли подметать, друзья. Так, ну вот, как видите, друзья, невеста справилась. Подмела, положила корм, налила водичку. Сейчас буду выпускать свою птичку. Hayat. Побежал. Жалко, Аишки нету помогать. А то она мне сейчас их разогнала, всех куда нужно. Так, ладно, будет шумно. Сейчас у гусей надо другое место. Расшумели, сейчас снять не дадут. Так, сделала вот такую вот импровизированную клеточку им. Но они туда переходят, на тот огород. Там ничего не сажают, никто ничего не сажает, пока трава низкая. Не мешает, можно, чтобы они заходили, там дырочка в сетке. Буду туда заходить и переходить в свою клетку, кушать и пить воду. Потому что, друзья, вы не представляете, что они мне тут сделали. Они сожрали все отросточки лилии, которые у меня выросли. Так, видите, мои пионы уже хорошенечко в рост дали. Смотрите, вот лилии подъели, вот лилию подъели. Где еще было? Вот, смотрите, что они сделали. Собаки такие. Расстроили меня, конечно. Все, сюда больше не зайдут. Надо тоже срочно покупать сетку и разделять их.
Или я, скорее всего, нужно убрать вон тех больших гусей, уже худые, не худые. Не знаю, насколько, друзья, действительно не успеваю уже. Уже и Рамадан почти наступил, считайте. У меня кое-какие заказы поступили. Да и самой нужно еще заготовку кое-какую для себя сделать. Вот больших бы убрать оттуда гусей, и туда этих уже молоденьких с курями туда запустить. Я бы и сейчас их запустила, но большие гуси маленьких не будут в покое оставлять. Очень обидно, не знаю, вырастут ли эти лилии, сердечки съедены оттуда, съедены, вернее, не знаю. Так, гортензия вот тоже проклюнулась одна, вторая. Тоже... это малина. Нет, это малина. Я видела еще одну гортензию. Вот, еще одна гортензия. Так. Так, рассаду. Я вчера не заносила рассаду, друзья. Блин, они, по-моему, даже и флоксы у меня подъели. Вот мои утки. Это я пока в огороде вчера картошку сажала. Вот за это время они успели это сделать. А то, когда я тут на кухне-то, я все время вижу и подглядываю, смотрю, и не давала им сюда переходить. Но за то время мы с Ибрагимом сажали картошку, они это дело сделали. Так, ну ладно, пошли дальше. Вот, друзья, снова снимаю, потому что эти мои рябушки нравятся всем. Пишут в личку, где купила. Кто, наверное, внимательно не смотрел, что я их выводила сама зимой. Нигде не покупала. У меня курочки такие, петушок такой. Вот и вывелись. И, друзья, 3 штуки у меня пропало из них. Не знаю, куда делись. Не были больными, но пропали. Когда я первый день выпускала, вечером загоняла их лебрашка, наверное, на улице оставил, может быть, коты, ну, не знаю, кошка вроде бы. Хотя у нас Каспер, представляете, голубей начал ловить. Я не знаю, они же тоже только как голуби. Короче, 3 вот таких вот рябушки пропало. Очень жалко. Вот когда пропадают цыплята, мне жалко. Вот когда еще, ладно, заболели и сдохли, не так бывает, если честно, обидно. Но вот когда здоровенькие пропадают, это бывает мне очень жалко. Так, вот этих своих рябушек пересадила вот в такую вот клетку. Но надо будет разделить их, тесновато. И, ну, скоро их тоже буду выпускать, походу. Вот такие рябушки. Через клетку, конечно. Ну, вот так вот. Вот так вот. Они у меня сейчас пока в котельне. Но опустила их на пол, потому что тех клеточек не было тесновато. Да и тут я вижу тесно. Надо будет еще такую одну клетку принести и разделить их. Так, друзья, вчера я не успела посадить свеклу. Сейчас посажу свеклу. И побелю деревья. Не знаю, насколько мне хватит извести. Столечко у меня пока есть. Но у меня есть негашенная. Посмотрим, сколько успею. Вот так вот, друзья. Так, ну немножко более-менее потихонечку все успеваю. Хоть, конечно, картошку посадили мы поздновато. Но что теперь поделать? Когда будет, тогда будет. Раннюю будем пока покупать. Так, ну все, друзья, мой день продолжается. Сейчас хотелось вынести штатив и поставить, показать, да думаю, зачем. Просто везде соседи смотрят, неудобно. Хорошо, хоть ветер немножко поутих, а то со вчерашнего дня у нас страшный ветер. Страшный прям, ну, страшно, не страшно, но сильный ветер. Не такой прям страшный, конечно, но сильный ветер. Так что, друзья, сейчас быстро побелю деревья. И опять по своим делам. Буду показывать вам готовый результат. Сначала я посажу свеколку, потому что еще не посадила вчера. Остальное вчера все успела посадить. И морковочку посадила рядок. Не знаю, с морковкой воюю каждый год. Не знаю, что в этом году будет. Посмотрим. Ладненько, давайте, друзья. Сейчас быстренько побелю. Ну все, друзья, видите, мне хватило извести как раз.
прямо как в аптеке, до конца все деревья побелила. Не надо больше пока ее. Но загасить надо будет, не гашеная лежать, известь портится. Я ее загашу. Ну и когда будет смываться дождем, нет-нет, да буду подкрашивать. Потому что я не люблю, когда вот такие вот белые, хорошо покрашенные, ну, побеленные деревья. Конечно бы я очень много хотела здесь сделать порядка, но не получается. Вот так вот. Ну все, друзья, вчера и сегодня, как смогла, посадила и картошку, и все. Чесночок еще вчера прополола, этот лучок прополола, как видите, все чистенько, хорошо. Ну, не очень-то мне чеснок нравится. У меня такой хороший сорт чеснока был, друзья, но в этот один год я не успела его посадить, по-моему, года 3 тому назад. Не знаю, по каким-то причинам, уже не помню, если честно, не смогла посадить, и у меня эти семена пропали. Был хороший чеснок, прям такой крупный, хороший чесночок. Все. Видите, ветер и вчера, и сегодня ветер все-таки такой. Сегодня хоть поменьше, вчера был сильный ветер. Так, пошла я теперь. Быстренько попью чаю сначала, так чаю хочу. Меня так обветрило вчера и сегодня, вы не представляете как. Надо какую-то масочку, наверное, сделать. Посмотрим. Ну все, пойдемте. Будет интересно, когда тут все зазеленеет, если даст Аллах. Так, друзья, в огороде я справилась. Посадила свеклу, побелила деревья. Теперь буду делать лепешки. Я уже залила, конечно, ну, а теперь думаю, все-таки меня спрашивали, раз я делаю лепешки, то и покажу вам. И как раз и день свой завершу, сегодняшний ролик завершу. Несколько человек спрашивали, как я делаю лепешки, чтобы сначала и до конца было показано, и как я делаю лепешки без ничего у нас, вместо хлеба, который я пеку. Ну, просили, покажу, все равно я это сегодня делаю для мальчиков своих. Значит так, у меня литр, к сожалению, я не сняла, ну, литр в лунку заливаю, литр у меня сыворотка. Вкуснее, пышнее бывает из кефира. Но, друзья, мне одна писала, что у нее из кефира получились не такие пышные, как у вас, но вроде бы вкусные. Дело в том, что кефир должен быть однопроцентным, не жирным. Если жирный кефир, то не очень-то получается. Можно ряженку, ну все, что кисломолочное, только не жирное. Так, сюда, значит, ложечку, чайную ложку с горкой соды и столовую ложку соли. И замешиваем не крутое тесто, потихонечку. Самое главное, чтобы не торопиться и сразу, чтобы муку много не забирать в жидкость. Вот потихонечку по кругу. Тогда тесто получится ну, таким, каким оно должно быть. По идее, консистенция теста получается как у теста на дрожжах, друзья. Ну, с тестом на дрожжах мы обычно же знаем, сколько муки надо, и быстренько можем замесить. А тут вот я не могу вам сказать, сколько мне тут нужно муки, потому что я не взвешиваю муку, а делаю вот так вот, как я делаю сейчас. Вот. Замесим тесто, оно будет отдыхать, я управлюсь со своим хозяйством. И к этому времени будет все хорошо. Вот так вот, видите, не спеша. Вчера и сегодня на солнышке у меня лицо обветрилось, потемнело, загорело, вернее. Вот так вот, видите, не спеша, по кругу, вот так вот муку она забирает понемножечку по кругу.
Конечно, у многих на каналах это есть, но раз меня спрашивали, раз я делаю, решила еще раз вам повторить. Спрашивают еще и пельменное тесто, друзья, тоже выпущу ролик. У меня как раз заказ, большой заказ, 2 больших заказа на пельмени. И полностью этот заказ я, когда буду делать, покажу от начала и до конца, ну, в смысле, тесто, как я делаю тесто. И на пельмени, и на все вместе. У меня универсальное оно, и на пельмени, и на манты, и на вареники, и на чебуреки. И Татьяна чебуреки тоже покажу, как я делаю зубчиками край чебуреков, я не забыла. Просто хотела сразу показать ролики. И чебуреки сделаю. И заодно, наверное, чебуреки заморожу себе на месяц Рамадан. Так, это у меня зеленка, цыпленка зеленкой мазала. Видите? Такое вот легкое воздушное тесто должно получиться. Долго месить его тоже нельзя. Лучше не домесить, лучше оставить его жидковатым, чем перемесить и много муки сюда добавить. Вот оно сейчас готово. Сейчас я почищу руки и выну, потом вам покажу. Так, ну вот, теперь смазали чашку, перекладываем тесто сюда, маслом смазали. И видите, оно вот такое вот мягкое, немножко даже липкое, можно сказать. И пусть полежит минут 20-15. Но если, конечно, очень быстро, то можно и сразу. Но сразу, если на кефире, то тесто рвется обычно. Ну, на сыворотке, если, то сразу тоже можно спокойно делать. А если на кефире, все-таки сразу, если минут 10-15 тесто не полежит, оно рвется. Имейте в виду. А на кефире, в принципе, можно и сразу сделать. Ну, на сыворотке, но я и на кефире иногда сразу делала, особенно в кафе, когда клиенты спешили. Все, теперь тесто пусть полежит, а я займусь своими делами. Так, друзья, ну все, с хозяйством справилась. Тесто полежало. Приготовила творог, добавила соль и одно яйцо. И теперь будем выпекать наши лепешки. Так, я сначала положу, наверное, лепешку без ничего. Ольгиш. Покажу одну, сделаю. Видите, как тесто прилипает к рукам. Оно такое и должно быть. Масло растапливаться. Сначала хорошенечко нагреем сковороду, а когда выпекается именно лепешка без ничего, нужно более медленный, ну не очень медленный, на среднем огне. Лепешки с творогом, с картошкой нужно на сильном огне. А вот именно лепешки без ничего нужно на медленном огне. Сначала, конечно, хорошенечко разогреть сковороду, а потом уже на медленном огне выпекать.
Если там лепешка порвалась, даже с начинкой лепешка порвалась, без начинки лепешка порвалась, ничего страшного. Она как пластилин снова собирается, вы можете ее снова дырочку залепить и все. Все, теперь будет запекаться. Тем временем можно вот так вот сделать и положить порционно, чтобы потом делать лепешки. Сделаю эти лепешки, не буду занимать много времени. Если неравномерно печется, то можно перекрутить. Некоторые умеют без, когда муки мало, но я вот не умею. Если я что-то делаю, то я и муки много бывает, и на мне муки много бывает. У меня такая же была и свекровь, она мне всегда говорила, когда уже я тоже начала из муки что-то делать. У нас такая поговорка есть. Ну, я тоже, и она в той же муке, и я в муке, и у нас в Ингуши есть такая поговорка. Ну, я переведу ее. Ну, смерна, ансан беда, и олш. У меня соседка сидит сейчас. А на русском это получится, короче, свекровь и сноха из одного теста, даже. Вот. И вот так вот. Если вам кажется, что вы закрутили слишком много теста, можно вот это вот сверху срезать, чтобы лепешка была более тоньше. Добавляю зеленый лук, кто любит. У меня не любят мальчики с луком лепешки. Кто-то любит потолще, можно потолще, не раскатывать. Например, мама любит, чтобы лепешка была чуть-чуть потолще, чтобы творога было много-много. Я люблю, чтобы был, конечно, тонко. Кто как. И в кафе также заказывали. Кто потоньше, кто потолще. Так, некоторые макают в горячую воду лепешки. Я никогда, еще раз повторюсь, я много раз говорила, никогда в жизни ни я, ни моя мама, ни моя свекровь в воду мы не макали. У нас и так они получаются мягкими. Если еще сливочным маслом, ну чуть-чуть растопленным сливочным маслом вы смазываете, то вообще вода не нужна, потому что в масле и так вода, она потихонечку смягчает лепешки. И так вот стараешься как-то круглые. У нас еще одна поговорка есть. Если у женщины получаются лепешки круглые, то у нее муж будет красивый. Если не круглые, значит у нее муж будет некрасивый. Ну, у меня, наверное, так, 50 на 50. Сгорело. Так, сразу и мальчишки мои пришли, да? Не успела я, да, лепешки сделать? Так, ну, и на старуху бывает проруха. А так ничего, вот видите, когда болтаешь много, так получается. Так, минут 10 я их еще.
ничего. Пускай видят, что и у меня ошибки бывают. С другой стороны, нормально мере. Ну ничего, и с другой, и с этой, ничего. Вот. Все нормально. А зачем? Ай, ну без этого же не бывает. Ничего страшного. Ходишь, все полпоз. Пышные ходи. Это я заболталась. А то если я буду все идеально показывать, они еще подумают, я такая идеальная хозяйка. Как мне Галя писала, что у нее курочку она сожгла в духовке, но она в WhatsApp мне пишет. Лейла говорит, а у тебя такое бывает? Я говорю, бывает, не беспокойся, и такое бывает, и другое бывает. В жизни все бывает. Не все же мы прям идеальные. Так, ну теперь надо побыстрее, потому что ребята уже пришли. Ну так, теперь уже надо за лепешкой сидеть. Ел, надо мяй. Душная лучше. Многие девочки пишут, что научились у меня делать лепешки именно, ну не наши девочки, я имею в виду, не кавказские, а именно с других регионов. И говорят, что нравится. И говорят, что очень нравятся именно вот эти вот лепешки без ничего нашей Ольги. Видите, пушненькие какие. Хоть и на сыворотке. Кончики неравномерные. Так. Все, вот наша лепешечка. Сейчас это положу и отключусь. Разогрелась уже. Так, ну все, друзья. Я сейчас одну смажу лепешку маслом и покажу, а потом уже все. Так, вот, друзья. Просто сейчас вам покажу. А потом все-таки я уже начну, видите, я вчера хвалилась, что у меня бывает все готово до того, как приходит. Сегодня не успела. Соседка пришла, немножко заболтались. Я буду сразу выпекать горячими, не давать, чтобы они не ждали. Поэтому сейчас вам покажу, как это все, вот начало процесса уже сами будете знать. И сегодняшний свой влог закончу. У меня нет сливочного масла, конечно, на
сыворотки. Чуть-чуть оно, конечно, не очень такое прямо мягкое. Если бы еще сливочное масло сейчас было для смазки, лепешка получилась бы очень мягкая. Но она все равно мягонькая, видите? У меня топленое масло. Я просто не трачусь, потому что у меня есть топленое масло. С прошлого года еще не закончилось. Обычно я вот запасаюсь литров 20-30 топленого масла, всегда ставлю. Потому что халву делать приходится, лепешки делать на, ну, сарень давать сюда подавать. И поэтому запас масла должен быть всегда. Спешу, по-моему, везде разбрызгиваю. Вот все. Так. Сейчас. Не уроню свой штатив, интересно. С этим ремонтом я не знаю, где что у меня лежит. Я просто нарежу и покажу немножечко. Толщину вы видите. Ну все. Так, ну вот, друзья, просто для вас покажу. Мне, конечно, еще дальше печь. Вот такие вот ольгиш, лепешки без ничего, лепешки с творогом. Готовьте, кормите свою семью, балуйте и будьте здоровы. Так, друзья, я с вами сейчас попрощаюсь, быстренько продолжу свои лепешки печь. Мальчики меня ждут, хотят чаю, я буду быстро выпекать и сразу же им подавать на стол. На этом все, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так у нас сегодня.